Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал IQT24, с вами Петр Цепантин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел путешественник, видеоблогер Игорь Ермаков. Игорь, приятно познакомиться, познакомиться с Семеном. Спасибо, что согласился принять участие в нашей передаче. И, учитывая то, что мы нашу передачу называем «Кулинарное ток-шоу», с чем ты к нам пожаловал, что будешь готовить? У нас же программа называется «Просто вкусно». Я воспринял это как просто. Да. То есть что-то, что делать просто. Просто, ну Да, почему и нет? И при этом вкусное, правильно? Ну, да. это, наверное, будет завтрак. Да. Хотел поздороваться. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вообще здорово, потому что я вот помню, когда-то были передачи по телевизору про вот, ну, СМАК, даже там та же программа, да, и всегда, сидя зрителям, было всегда интересно посмотреть, каково это оказаться внутри. И вот, собственно, я оказался внутри. Спасибо за приглашение. Мечты исполняются. Да. И как говорят, всегда что-то делаешь первый раз. Всегда, да. И надо стремиться всегда к чему-то новому. Вот. Спасибо большое. Вообще, завтрак — это важная часть питания дня, потому что, мне кажется, это как раз заряд бодрости и сил на весь день. Мой любимый завтрак — это омлет, ну, вернее, яичница. Яйца, да. Я люблю очень яйца, на самом деле, и иногда на завтрак и на ужин съем. Ну, это, во-первых, и быстро, и просто, и вкусно. Для меня вообще, я и вареные, и сырые, вот если в деревню приеду, сырые яйца пью, вообще милое дело. Семен может сказать, что около 100 способов, рецептов есть приготовления яиц. Да? Тогда, боюсь, я тебя не смогу удивить. Очуметь, да? Да, но если я тебя удивлю, то это будет здорово, этим блюдом. Договорились. Блюдо называется... Омлетище. Ну, вообще омлетище, да, хотя это не омлет. Ну, я не помню, откуда это название взялось у меня в голове. Потому что омлет все-таки это когда взбиваешь, а я не люблю взбитые яйца. Все-таки здесь они, ну, давайте по порядку, да, начнем. Это готовится быстро, поэтому прежде чем начать яичницу, мы сделаем бутерброды. Вот классное очень блюдо, которое я не готовил уже несколько лет. Все время его держу в голове, и как-то вот хочется приготовить, но все время забываешь. И тут вот, когда позвали... Да. А как с готовкой вообще? Да, нормально. На самом деле не готовил до студенчества. А когда уехал из дома, ну, сел и так думаю, ну, пора учиться. Куда деваться, да? Мама, как то? Она мне надает продуктов, и я из них, то, что она мне даст, там целую сумку возил. Парни постоянно ко мне в гости заходили, знали, что я готовлю. Я купил казан здоровый, потому что семья большая у нас, студентов. И все с соседних комнат с тарелочками ко мне приходят, тык-тык. Я один раз приготовил, что такую кастрюлю за раз съедаете. Ну, там чуть останешься, останется. Вот, и с тех пор начал готовить, потом начал ходить в походы. Это же тоже полевая кухня, это навык необходимый просто в лесу. Сейчас вот ехал с экспедиции. Новая фишка появилась, да, вот когда на катамаране, например, мы ходили до острова, на Бенетту, то есть ты готовишь уже на катамаране, там уже вот своя атмосфера. Специфика своя. Да, специфика. Сейчас на вездеходах мы ездили, вот зимой до Батагая, сейчас в Оленек, и тоже вот на ходу время экономишь, бывает тут, ну хотя вот последняя моя готовка на ходу обернулась. Сахабах у нас очень острый ножик. Ну, чуть-чуть выучил, да. И я как баунс, это буквально на второй день у меня все тут разъехалось. Думал, ну, хана пальцу будет, шрам такой. Ничего, нормально. Ну, то есть нужно аккуратно острыми ножами пользоваться. Поэтому давайте для начала начнем натирать сыр. То есть для наших бутербродов требуется обычный твердый сыр. Любой. Я, на самом деле, покупаю российский. Ну, я ищу вкусный сыр, да, который и, в принципе, не очень дорогой. Сыры бывают дорогущие. Вот, соответственно, вот этот сыр мне вполне по вкусу. К нему прилагается парочка вот таких вот... Сырки, да? Ну, это твердый плавленый сыр, именно твердый, да, чтобы его потереть на терке. То есть для чего такой? Нашел, единственное, что нашел в магазине, спасибо. Нужна будет миска, да? Есть еще дружба, да, сейчас в миску сейчас все натрем. Не знаю качество этого сыра, ну, вот найти хороший такой сырок, они тоже разные бывают по качеству. Я взял вот, то, что нашел. Надеюсь, он нас не подведет. Хорошо. Соответственно, натираем сыр, да, хлеб нам нужно, ну, вот кусочками нарезать, 4 кусочка как раз у нас на противень помещается. Ну и дальше мы этот тертый сыр заправим вредным продуктом майонезом. Чуть-чуть можно? Чуть-чуть можно, да. Ну, тут без него никак, да. Ты вообще как относишься к питанию? Правильное питание, сейчас модная такая тенденция есть. Ну, правильное питание — это же такое понятие относительно. Есть люди, которые вообще мясо, например, не едят, да? Для них это правильное питание. Конечно, я стараюсь, ну, вредную пищу не есть. Я себе в свое время язву заработал в студенчестве.
12-перстный. И с тех пор у меня, в принципе, изменился рацион питания уже рефлекторный. Плюс мама всегда нас кормила полезно. По утрам всегда каши готовила, и у меня привычка есть каши. Ну, сейчас не всегда, но частенько с удовольствием с утра сваришь кашу, даже с вечера можно сварить, с утра ее поесть. То есть, в принципе, отказался от всяких вредных блюд. Тоже смотришь, когда всякие глютаматы, лишь бы вкус тоже не покупаешь. Только иногда всякие напитки тоже исключил, которые вот химозные, вот эти вот, даже не знаю, какие сейчас они есть. Но более-менее уже старайся полезные Ну вещи. да. В любом случае, мы это то, что мы едим. Ну да. Помимо воды, которую мы пьем, то есть мы из этого всего состоим. Каждому человеку нужно задуматься, что если есть всякую гадость, то организм спасибо не скажет за эту гадость. Поэтому тут надо уже... Скоро будет плохо. Часть сыра нам потребуется на омлетище, поэтому его мы отложим в сторонку. Игорь, расскажи немножко историю о себе. Ты же питерский. Да. И как здесь оказался? На самом деле интересная история, мне ее нравится рассказывать, потому что в какой-то степени даже мотивационная. Жил в Питере, да, то есть я родился в Воронеже, если кратко. Мама там училась студенткой в Воронежском строительном там университете. Потом, через годик она закончила, папу распределили на атомную станцию. Папа у меня тоже из Ленинградской области, из деревни, то есть мама с папой такие, деревенские, как бы у них семьи. Соответственно, его распределили на атомную станцию. Ленинградская атомная электростанция — это город Сосновый Бор. Небольшой городишко, в котором я, в принципе, рос. Детский сад, школа, там дворы, все вот это вот воспитание там получил там. Ленинградская область. Ленинградская область, да. Ну, это 80 километров от Питера. В принципе, то есть для нас Санкт-Петербург. Многие живут в Сосновом Бору и ездят в Питер каждый день на работу. Ну да. То есть это на машинах, там на электричках, по-разному. Потом студентом уже начал учиться, поехал в Питер, в общежитии прожил 5 лет, и потом уже так и остался там. А какое образование? Образование, инженер информационных систем. Программист, наверное, так это. Тогда это казалось модно. На самом деле не знал, куда я хочу. Вот важная проблема для сейчас детей, молодежи. Найти себя сейчас, да. И сейчас очень здорово, что много всяких появляется именно организаций, которые занимаются этой профориентацией. Даже я сейчас такой работаю. Центр подготовки рабочих кадров Арктика. То есть это вот готовится для арктического региона, для арктических всяких поселков. Чтобы завтрашний выпускник, уже заканчивая школу, понимал, куда ему, что он хочет, что ему нравится и куда ему чтобы идти. это ему нравилось, вот что важно. Очень важно, да. Потому что я всю жизнь проработал, получается, не своим делом занимался, как я это сейчас осознаю. Но это тот путь, который должен был пройти, чтобы здесь оказаться. Поэтому ни о чем не жалею, все было правильно. Айтишник, первое, дальше. Айтишник, который даже не стал работать в IT-сфере. Я защитил диплом с отличием и понял, что я не знаю, куда себя, потому что мне не дано вот это. Это нужен свой склад ума, писать программу, вот это все. Диплом я сделал, разобрался, но как вот углубленно в этом работать я не смог. Поэтому просто пошел куда вот мог, и в итоге попал в сферу работы с людьми. И всю жизнь я сначала просто в IT-компанию, которая по телефону поддержку клиентам оказывала. Здравствуйте, что у вас интернет не работает, давайте нажмите то, нажмите все, и вот по телефону дистанционно руками человека управляешь, или у себя на оборудовании, чтобы он у него все заработало. Тем самым я стал получать коммуникационный опыт общения с людьми. И после этого уже в одном месте, в другом поработал и ушел в риэлторы. В риэлторы. Понял, что сфера финансово более-менее обеспеченная, но на тот момент я не знал, что это очень тяжелая психологические сферы, потому что риэлтор работает практически 7 дней в неделю и с утра до ночи. Да, потому что ты постоянно... Это холодные продажи все время. Нет, холодных не было. То есть я, в принципе, попал в крупную компанию, в серьезную, и то есть у нас не было необходимости, они сами нас находили, но были такие объемы работы, что просто физически тяжело справляться. На работе ты вот так вот, как этот юла заведенный. И потом еще после работы, даже если ты не работаешь, ты думаешь о том, что будет завтра, потому что у тебя куча всяких сделок проходит. Все время тайминг, да? И это все ответственность перед людьми, которые несут свои кровные миллионы за квартиры, да? То есть 5, очень 7 ответственный миллионов. шаг для каждого человека. Не каждый день, как говорится, квартиру покупают. И ты понимаешь волнение людей. Тебе хочется как-то, чтобы у них все прошло гладко. К сожалению, не всегда проходит гладко. В любом процессе есть какие-то ошибки. Человеческий фактор, технический фактор. В том числе и за ошибкой риэлтора тоже может быть. Договор неправильно составлен, неправильно документы поданы. Мало ли что. Очень важный момент. Поэтому ты каждую цифру, каждую букву, каждый счет проверяешь. Это приучило, на самом деле, с документами работать внимательно. Щепетильным быть. Хотя сам рассеянный, да. Но в какой-то момент, на самом деле, стал зарабатывать, взял квартиру в ипотеку. Вроде как стремился, как вот все, к какому-то финансовому благополучию. Стабильности. Стабильности, квартиру иметь, машину иметь, как-то ты самое. И вот
вроде какая-то она жизнь. Но не видел смысла вообще никакого в этой жизни. То есть никакой цели не было. Просто я жил ради того, чтобы День сурка и как день белка в сурка, да, колесе. деньги все равно улетают быстро. Вот отпуск какой-то там небольшой, пару раз в год, и так ты как белка в колесе. И очень негативная сторона еще вот такой тяжелой работы, это то, что вот выпивал достаточно, ну, как и многие, каждые выходные, да, практически. То есть я считаю, что это еще сильнее загубило не только мое здоровье, но и еще ну, психологическое состояние. А все ли я правильно так делаю? Да, в жизни? да, Хотя да, вопросы да. возникали тогда, получается. К чему эту тему затронул? Потому что, приехав в Якутию, я решил, что все, пить я больше не хочу. И, ну, по крайней мере, ограничу это до минимума. Сейчас не скажу, что я прям святой в этом плане на 100%. Так. Есть люди, которые молодцы, прям бросают всё конкретно, да. Ну, я нет, да там, ну, иногда себе позволяю, да. Может быть. Но каждый раз об этом жалею. А как в Якутске оказался? Вот я постепенно к этому иду, да. То есть меня вот я понял, что это чем-то я не своим занимаюсь в этой жизни, да. И вот, ну, на самом деле 5 лет я ходил сам не свой. Лет 5 я не мог понять, даже больше. То есть не находил себе места долгое время. И мне друзья говорили, ты просто там загоняешься, как это вот говорится по-современному. Это просто кризис среднего возраста. Не обращай внимания, все пройдет. А я, Скоро ну, все устаканится. я понимал, что Привыкнешь. да, что если я не перестану обращать внимание, и тогда я никуда не приду. То есть я должен переживать по этому поводу. И вот в итоге я ничего не смог придумать и просто решил уволиться. Вот просто в никуда. Я все. Короче, причем я уволился, меня удержали, дали другую должность, я еще год проработал. Понял, что зачем я это сделал, все уже. И через год я, ну, окончательно психую. У меня уже на здоровье это сказываться начало. Постоянный стресс регулярный, он разрушает организм. И вот, ну, все, у меня уже там сбоить начала там желудочно-кишечная система. Все, короче. Это нервное все. Это все от нервов, да, я это понимаю. Я понял, что либо я сейчас загнусь вот с этой работой, либо просто стану там этим, либо надо что-то менять. И я не придумал ничего проще, чем просто перечеркнуть все. И сейчас я даже людям советую. Кто-то здорово, кто-то придумывает план и идет, да, к реализации. Да, Но я уверен, что многие люди не могут плана придумать. Ну и сидят на месте, потому что нет плана и не знают, куда им идти. Но я на своем примере осознал, что как только ты, ну, во-первых, ты должен быть готов к любым открывшимся впереди возможностям, перечеркнуть все и строить все с нуля. То есть я вот так обнулился. И то, что я обнулился, поспособствовало тому, что люди узнали здесь, в Якутии. Ну, тут тоже есть компания, которая риэлторская, которая продает местным квартиры в Питере и в Москве. Да, и, ну, наверное, человек, который знает Питер и жил в Питере, лучше посоветует квартиру, где купить. Там же нужды разные. Бабушки, например, которые не надо на работу ездить постоянно. Ты лучше повыгоднее жилье найдешь. Какой-то район. Ну, хороший район. Да. Район, если студент, да, ему желательно бы кататься. Ну, то есть девочка, допустим, в этот район я ее не поселю, потому что там, ну, такой себе район. А вот здесь более-менее все престижненько, но квартира будет там дороже стоить, да. И людям все эти факторы взвешиваешь, рассказываешь, и они уже сами принимают решение. Так, вилку. Мне главное не отвлекаться, параллельно продолжать у тебя пока процесс. получается. Нормально, да? Ага. А то я Видно, что рука набита. немножко рассеянный, мне сложно два дела делать одновременно. Но получается, да? Пока да. Пока нормально. Значит, здесь мы просто натерли сыр, немножечко специй, любые. Ну, соль, это соль, перец. Соль, перец, да, ну, по вкусу, да, то есть кто как любит. Соль даже сильно не надо, потому что у нас, Ну, ничего. у нас есть майонез, он тоже соленый, и сам сыр соленый, поэтому... Оказался якутский. Меня позвали, не хочешь в Якутию? Я даже помню, как сейчас этот звонок, когда мне вот звонят. Игорь, а ты что там, уволился? Типа, я говорю, ну да. И что собираешься делать? Я говорю, да, я что угодно готов делать. Я говорю, ну, я, наверное, готов куда-нибудь еще уехать подальше и новую жизнь начинать. Вот я вот прям, у меня это было в голове. Но я не знал, куда даже. Вот вообще не представлял. Я просто перечеркнулся. У меня денег там было там меньше 100 тысяч, на самом деле. Даже запаса не сделал себе. И мне говорят, слушай, а не хочешь в Якутск? Как, в смысле? Что там? Где я знал, конечно же, у меня не было такого стереотипа, там, что олени, там, юрты там везде стоят. По улице медведей. Да, такого не было. Я, ну, представлял себе примерно, что такое Якутия. Ну, представлял плохо. Да, и вот я помню это чувство, когда мне позвонили, и мой страх, что я понял, что я, ну, страх того, что я согласился. То есть настолько я вот был еще человек, который боится что-то менять, хоть я уже кардинально поменял, но вот страх переехать в Якутию, он меня прям охватил полностью, и я знал, что я не откажусь от этой, ну, предложения. То есть я уже согласен. Конечно, я сказал, мне надо подумать, но я понял, что, блин, да, я еду, ну, мне прям вот так вот. А как, чего? Это же мне ж надо... Вроде был готов, но когда вот это все по факту случилось, это квартира моя родненькая, которую там сам лично там на первый взнос копил, там ипотеку платил, ремонт там чуть ли не своими руками. Ну, ребята делали, но я, то есть родное гнездышко, уже 5 лет прожил там, и надо вот
его куда-то кому-то сдавать, вещи вывозить, машину продавать, похоже, надо там друзьям всем сказать показ, которые мы каждые выходные, там у меня... я пошел, да. Да. Причем, да, я помню этот момент, когда ребята, у нас вечеринка очередная, там на даче. Я уже как раз тогда еще, кстати, пить завязал. Первая вечеринка, которую я не пил, все пьют. Я говорю, ребята, у меня для вас есть очень интересная информация, я уезжаю. Я не знал ни одного человека в Якутии вообще, никого. Вот я созвонился по телефону со своей коллегой, ну, у нас партнерская работа, да, я находил клиентов здесь, в Якутске, она уже оформляла сделки там, вот этими юридическими, техническими вопросами занималась. Ну, и я параллельно тем же самым, потому что я этим же в Питере занимался тоже, ну, знал, как это все происходит. И вот с ней только по телефону созвонился, и вот я 7 ноября приезжаю, выхожу, меня встречают, отвозят, вот твоя будущая квартира, я вот так вот, и вообще я в новом незнакомом городе, там, ну это непередаваемое ощущение. А потом через неделю как бахнули морозы под 40, вот сразу, и я вот выхожу из дома, туманище стоит, я такого никогда в жизни не видел, я просто в шоке. Вот как, непонятно, куда идти. Неужели такое бывает, да, вот это самое, да, еще вот, это, вот то, что машина вот так укутана уже вот этими тентами, да, то есть, а я до этого снимал, ну, просто всякие любительские видео, делал своих отдыхов с ребятами там на рыбалку, либо в поход куда-нибудь ходили, ну так вот, камеру в руках держишь, наснимал GoPro, а потом монтажные программы там склеить, склеить, порезать, да, базовые такие элементарные функции, вот это был весь мой опыт. И, ну, вот это все увидел и думаю, почему бы это все не сделать канал на Ютубе, хотя у меня был канал на Ютубе, ну просто профиль, я его как канал сделал, там даже набралось около 50 подписчиков и около 1000 просмотров суммарно на всех видео было, и для меня это был вау, прогресс это. И потом в какой-то момент там все удалилось, я уже был здесь, то есть я еще ходил с мыслями делать, не делать канал, делать, не делать, это как раз я только приехал, месяц прошел, все удаляется. Я прям сильно расстраиваюсь, а мне коллега моя, Марианна, говорит, Игорь, ты же хотел канал сделать, воспользуйся этим. Вот сейчас у тебя, то есть к чему я рассказываю, вот многие люди воспринимают негативные ситуации, как все пропало. А вот это пример того, что это негативная ситуация. Кризис, точка роста. Да, вот. Можно так все же говорят, что не бойтесь неудач, они наоборот вам делают больше в жизни полезного, чем удачи, по сути, да, то есть это лучший опыт. И вот я сильно расстроился, потом действительно, а что это, я создаю новый канал. Как раз я уехал на Новый год и возвращаюсь уже с мыслями, что я буду на этот канал снимать видео. Я лечу. Друзья, я приехал из Питера в Якутск, да, в маске ходил еще, не показывал лицо, даже стеснялся лицо свое показать. Вот буду снимать, делиться тем, что я вижу, потому что здесь очень клево. И вот я иду по городу, просто вот 7-минутное видео я его снял, так вот поснимал, показал, все, загружаю на канал, выкладываю и ложусь спать. И скинул друзьям буквально парочки. И с утра просыпаясь, оказывается, видео пошло по WhatsApp. И у YouTube сработали программки, то есть мне реально повезло. И он стал рекомендовать это видео. Все люди, рекомендованное. да, и сработало то, что парень зачем-то из Питера переехал в Якутск. Да. Хотя многие, вот потом мне говорят, редкая история. Да, что стремятся наоборот уехать, да, там куда-то в центральные там столицы. И причем моя работа в этом и заключалась, помочь как раз уехать людям в Питер, Москву, там, да, переехать кому-то. Но я нашел себя здесь. То есть вот, и это со мной сыграло такую хорошую шутку, что меня замотивировало, у меня появились зрители, да, то есть я понял, что это работает, и я начал снимать каждую неделю. То есть работа риэлтора тяжеленная, там ты вот постоянно на связи, постоянно с клиентами, в офис ходишь в выходные, потому что люди работают и не могут в будние дни прийти. И еще не факт, что они купят. Ты пришел, поработал с ними в свой выходной, а потом, они потом еще куда-нибудь пропали, уехали, там, и у застройщика еще купили. Хотя те же условия. Вот это иногда было обидно. Мы получали зарплату от застройщика. Это самое приятное. С людей денег вообще ни копейки не брали. То есть люди, наоборот, получали полноценный сервис персонального менеджера. Ну, это так, ностальгия по моей старой работе, как это все происходит. То есть нам платили застройщики, очень удобно. То есть не с людей я тряс деньги, да, платите мне за то, что я вам работаю. Ну, то есть процент от сделки, грубо говоря. Да, причем он очень маленький, да. Там мне нужно было 10-12 сделок в месяц, чтобы заработать какую-то среднюю, выше среднего зарплату. То есть там процент от процента. Не так, как люди думают, что ты, если занимаешься сделками там, в 5 миллионов, в 7, в 10, то ты миллионер сам. Нет, это просто специалист, который маленькую долю вот этого всего получает как зарплату. Но в какой-то момент я понял, что я не могу и работать, и вести как бы свою деятельность, и принял решение уволиться. То есть производство видеоблогерства начало больше забирать времени и решил туда. Да, хотя не приносило никаких денег и до сих пор не приносит. Вот в чем. Так. Вот мы обсуждали, что я рекламу не хочу делать, все ругают. Ты что, все же блогеры делают рекламу? Ну не хочу, у меня язык не поворачивается там что-то там
рекламировать. Хотя иногда что-то сам хорошее найду и с удовольствием бесплатно об этом расскажу. Иногда обидно, что вот, продался, купился. Я вот ничего, сейчас на вездеходах ездили тоже. Я ехал в экспедицию, я увидел шикарные места, до Ленька съездили. И сейчас выпустил одно видео, уже там пишут, типа, понятно, маркетинговый проплаченный проект. Ну, обидно иногда за это, да, что вот. Ну, тут в любом случае всегда будут как-то по-иному тебя воспринимать, что бы ты ни делал. Поэтому это, естественно, такой момент, которым надо просто смириться, если ты, пошел в сферу, медиа, среду. Да. Так, надо нарезать хлеб, да? Да, я вот стою, говорю, видишь, я говорю, что не могу два дела делать. Это просто мешаю уже помешанные смеси. Нет, мне кажется, уже достаточно. Да, мешать. уже достаточно. Что было тяжело в первую очередь, да? Ну, потому что же по-любому же нужно не только на, там, условно, сотовый телефон снимать, а более-менее качественные. Ну вот оборудование, да, Да. ты правильный вопрос поднимаешь, потому что у меня была GoPro 7 вообще, я сейчас сравниваю видео, вот это все, вообще качество не то. А денег я же уволился, заработал сколько-то, вот, приняв решение уволиться, я больше полугода работал, откладывал все, что мог. И на эти отложенные деньги я вот уволился, чтобы это как подушка безопасности. До этого я уволился, на последние деньги купил ноутбук себе, хороший, чтобы до сих пор на нем монтирую. То есть вот то, что я рассказал, меньше 100 тысяч у меня было, я на все деньги купил ноутбук и приехал сюда. Но мне первые 3 месяца обеспечили оклад, поэтому я не сильно переживал. То есть у меня какая-то основа была, база. Потом с проданной уже квартиры я купил квадрокоптер себе. Ой, квартира. Квартира — это следующий этап, я еще квартиру продал потом ради всего этого. То есть, улучшил оборудование, купил GoPro себе, следующей версии, там еще DJI камеру, дрон, это очень важный момент, то есть качество видео вообще изменилось. Коптер. Коптер, да. Тогда это было не так популярно еще, относительно. Сейчас, конечно, уже коптер — это типа норма, естественная вещь для любого блогера, чтобы еще с коптера снимать. А тогда это как-то вот придало какой-то изюминки еще роликам, что ты там идешь ля-ля-ля-ля-ля, потом раз и кадры пошли там какие-то красивые. Игорь, а как попал ты в экспедицию? Кстати, тоже очень интересная история. Вот Да. я стараюсь еще на своем примере не то что хвастаться, да, хотя в любом случае, когда ты о себе рассказываешь, какой-то элемент хвастовства появляется. Любому человеку приятно, факты, да? факты, Это просто, да. Я стараюсь с примером для других. Вот первый пример, я не побоялся изменить свою жизнь, да, изменил и ни капли не жалею. То есть это стало, наоборот, просто таким шагом в моей жизни, который перевернул все. И я счастлив, просто реально счастлив, что я оказался здесь. Я не просто так Якутию второй родиной называю, потому что я переродился. И если бы я в свое время не решился бы, остался бы в той зоне комфорта, в которой я находился, не знаю, где бы я сейчас был, на самом деле. Дальше пьянствовал бы, там, не Как знаю. говорится, история не знает сослагательного наклонения. Вообще ни о чем не жалею, да. И только, наоборот, смотрю теперь уверенно в будущее. Вот этого тоже не хватало. Вот эта неуверенность в себе. Как только ты начинаешь верить, что все у тебя будет хорошо, оно как-то само Источать уверенность, складывается. люди к тебе тянутся. Как правило. Вот как говорят, откройся возможностями, они придут. Это звучит какие-то банальные фразы, да, какие люди некоторые над ними смеются. Но ты узнаешь, что они реально работают, оказывается. Над которыми ты раньше тоже смеялся, типа это какая-то там «откройся потоком», «будь в ресурсе», вот это все, да. Откройся Типа космосу. девчачья там тема, да, девушки там все это. Так это, оказывается, работает. Постепенно ты осознаешь, что это правда рабочие все вещи. И вот то, что я стал вести блог, людям стало интересно поделиться через меня чем-то. То есть у меня появились зрители, соответственно, меня стали приглашать, да, чтобы я снял что-то интересное. Я на самом деле больше сам искал. Потому что, если честно, первое, что мне не понравилось, меня стали ради рекламы часто приглашать. Я просто видел, что это какой-то коммерческий интерес, чисто, через блогера пропиариться. А мне это всегда отторгало. Я в общем, перестал вообще откликаться на какие-то предложения массовые такие. Именно конкретно рекламные. Даже непонятные, потому что они все равно сводились к «Привет, Эркин, есть тема интересная, давай встретимся, пообщаемся, там есть». А что там тема? При встрече расскажу. Приходишь, встречаешься, там, реально, думаешь, вот зачем вообще пришел? Такой бред иногда предлагали. Давай там домики снимем, там что-то там будешь, там девчонки, все дела. Просто иногда жесть какая-то. Это меня немножко сделало замкнутым в творчестве своем. Я с другими блогерами особо не коллаборирую, как это называется, да, и немножко замкнулся. Но есть же друзья у меня, которые тоже, я в свое время увидел Нюргуна Павлова. Так, нормально, да? Даже у нас тут. Вот смотрите, то, что мы думали много, чуть-чуть осталось, да, а вот так бы чуть-чуть бы не хватило. Выкладываем на противень, вот у нас сейчас это отлично все выложилось. Запекаем минут 15. 180 градусов. Да, Да. 180 градусов. И пока Семен, До темненькой корочки. Желательно. Семен положит в духовку, потом принесет.
Ну, а мы у нас же уже- второе блюдо, я уже Да, забыл. да. второе, давай. Меня позвали сначала в Эмикон через 3 месяца. Я вообще в шоке был. Полюс холода, Эмикон. Я думал, когда-нибудь там через год-два я туда попаду. А меня через 3 месяца вот этого введения канала меня уже приглашают, ну, от мэрии, да, мне Вероника Высоких позвонила. Мгм. То есть там все по цепочке. Ей меня кто-то посоветовал, кто-то должен был ехать, но не смог. И говорит, вот у нас появился новый Эркин. Дык. Да, вот позвони ему, дали мой номер. Я сижу на работе. То есть у меня пару-тройку видео на канале только. Это только с самого начала. И мне приходит смс, я как сейчас помню. Игорь, здравствуйте, это Вероника Высоких. Вот я помощник мэра по туризму. Хочу пригласить вас на полюс холода в Эмикон ралли-рейд. На машинах едем, как бы туда, ну, вот там вот праздник будет. Я в шоке, конечно же, что меня вообще приглашают, еще в команду от мэрии. Хотя после этого меня стали думать, что я проект. Меня мэрия пригласила, чтобы я развивал туризм. Тоже, ну, люди всякое думают. Ну, а потом вот я, ну, стал ездить в разные места, увидел Нюргуна такой, он ездит на катамаране, на рыбалке на всякие. А я хотел на рыбалку на нормальную всегда поехать. Я ему написал, Нюргун, здравствуйте, меня зовут Эркин, вот хочу. И поехал с ним на рыбалку, снял, ну, прикольный сюжет, мне понравился, все тоже оценили, как мы там рыбачим, все там, кишки первый раз щучьи ел тоже, вот, если к блюдам вернуться. Я просто обалдел, насколько это вкусно. Я вот название не помню, пробовал ты, нет? Вот? Конечно. Я даже не знал, что такое есть. А потом поймали вот щуку, вот 7 килограмм вот она у нас была. И на видео я снял, как он там кишки вот это все чистит, прочищает, пожарили. Как это вкусно! Я Да. просто... Свежак. И вот сейчас я с удовольствием, если вот едем на рыбалку, я жду именно вот... Кишечки. даже ржут, мы мясо выкидываем, типа ради кишков такую щуку берем. Что у нас 4 яйца я возьму для этого блюда. Немножко тоже приправим. Ну, перца не люблю много, чтобы острое не было. Посолить. И здесь мы не размешиваем, как омлет, да, а именно просто разбиваем желтки, скажем так, чтобы была более однородная такая, не сильно. Ну, вот так, короче, да? Нужно, чтобы консистенция как блин получилась у нас. Все, нагреваем масло. На Вот сковородке. яйца, да, вы взбили? Да, сильно не взбили. Но если есть укропчик, то можно туда укропа еще добавить. Что ты делаешь для продвижения своего канала? Что-нибудь есть специальные какие-то? Да, ничего не делаю, если честно. Да? Есть, На, есть. на самотек все пустил. Ну, есть технологии Ютуба, которые требуют там, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, что вы думаете по этому колокольчик, поводу. это... Да, я вот этого не люблю говорить никогда. Пару раз я, ну, говорил так чисто, вот, ну, Мгм. в прикол, или там надо было иногда фильм, допустим, чтобы продвинуть. А так я, ну, у меня на самом деле канал не такой уж и развитый. 4 года, получается, уже ему, а там 47 тысяч подписчиков. Ну, это много. То есть, ну, это много, но смотрят сейчас на канал, у меня друг вообще после экспедиции начал вести, и он за 50 с чем-то набрал за несколько месяцев. Мгм. Он стал короткие видео делать, интересные, то есть у него получается, он всегда делал короткие видео, Мирлан Туркменов, вот мы с ним в экспедицию ходили. Мгм. Стал делать короткие видео, и у него прям они зашли. А я сюжеты делаю. Длинные. Да, и сейчас их мало кто смотрит. Ну да, потому что народу хочется быстро-быстро. Быстро-быстро, да. это вот. Быстро-быстро. Ну, есть, это как бы есть негативное, то есть описание этого термина как клиповое мышление. Ну да. То есть, Молодежь в основном это. Ну, Ну, что и делать? взрослые сейчас тоже. Времени мало, и поэтому... Не хуже так молодежи. делают. На самом деле, вот мы в экспедицию ходили, там с ребятами обсуждали, вот дети, какое у нас поколение, что вот они в телефонах. А как остановка, там что-нибудь, я костерчик разожгу, там парни сидят. Это же, говорю, вот вы на себя посмотрите, такое же это. Заливаем? Так, да. Значит, на теплое масло заливаем яйцо, чтобы оно было как блин. Но я еще накрываю крышкой. Тут нет у нас крышки у этой сковородки. Товарищ Находкин-то был тоже здесь, все рассказывал. Вот, да, Николай Александрович у вас как раз тоже Да, побывал, Николай ты говорил. Александрович, Ну вот, благодаря ему, да, ну, Нюргун, вот я стал рассказывать, мы с ним Мгм. подружились. Который парень с катамарана. Да, катамаран. А Николай Александрович параллельно придумал эту экспедицию на остров Бененте, искал судно, на каком идти, и они остановились на том, что надувной катамаран было бы здорово. И увидели, что есть в Якутске такой кочевник, катамаран, который Нюргун ездит, там туристов возит. И они выбрали его как средство передвижения, и Нюргуна как капитана. И Нюргун, придя в команду, понял, что им нужен человек, который будет все снимать. Причем даже был спасатель, да. Николай Александрович очень ответственно подходит к людям, которых он берет в экспедицию. Ну, конечно, да. Тем Со более стороны он, такое, да, чтобы взять, долгое. это опасное приключение, Опасное, да, да. и как бы гражданских людей, он старается спасателей набирать, проверенных ребят, с которыми он там, ну, он раньше возглавлял службу спасения, сам их набирал на работу, то есть да. прекрасно понимает, что от них ожидать. И, соответственно, Нюргун говорит, вот есть Эркин, такой вот блогер. Ну, я знаю, что немножко скептически отнеслись, потому что блогер, как-то с Питера блогер такой хайпажор приедет там. Ну, многие так воспринимают. Но ему дали посмотреть мои видео. Я про Сангар снял видео, на охоту мы с Нюргуном ездили. А это как раз родина Николая Александровича. Ему понравилось. И вот меня пригласили, позвали. Стали рассказывать всякие страсти. Я сижу вот так вот.
волны, океан, медведи, все вот это. Думаю, Белые, куда да. я попал, да-да-да. Ну, а уже, как бы, мы потом с Ниргуном сели в машину, я говорю, Ниргун, это что такое? Ну, все. Я даже заснял, вот, типа, заднюю включать уже поздно. И вот так вот меня пригласили в команду экспедиции. Уже время поджимало, то есть, в принципе, кроме меня вариантов уже не было. Но мне говорят, Игорь, нужно сделать фильм. И дали фильм посмотреть «Великий Северный путь». Там целая команда его делала, человек 15, там каждый своим делом, монтажер, там, диктор красивым голосом весь фильм озвучивал, кадры, там все это снято. Я говорю, Николай Александрович, да я же вот видосики только позавчера, считай, лепить Да, да, вот научился. так, вот так. Какой им фильм? Он говорит, ну, надо типа к этому стремиться. И вот с этим пониманием, что надо к этому стремиться, я, получается, пошел в экспедицию, опять же, не испугался, да, думаю, ладно, решу проблему по факту ее как бы необходимости решения. Будем решать проблемы по мере их поступления. Да. Побольше, наверное, да? Да-да-да, сейчас я так вот, чтобы... В общем, смотрите, получился у нас вот такой блин, сверху почти готово. Ну, в принципе, можно даже вот из-за крышки, почему я крышку кладу, чтобы оно сверху еще схватилось. И теперь вот насыпаем сыр сюда. Ну, много тоже не надо, потому что он вытекать начнет. Вот это, он начнет плавиться и вытекать. И вот зеленушки. Соль, перец добавили. Да, это я в саму яичницу уже когда взбивал. Мы берем, вот так половину захватываем. Видно, да? Там, Да. И вот так вот, опа! Ага. Чуть-чуть не дотянул, но это тут сейчас... Ну ничего. Ничего страшного, можно вот так вот потом поправить. Даже бывает порвется, ничего. И все. Вот у нас вот так вот, это вот такой полумесяц запекается немножко еще. Доходит, скажем так. Но, в принципе, там уже почти все готово. И вот, собственно, немножко вот так пускай постоит. Пошли мы в экспедицию. Я вот как мог на своем опыте, который у меня был, снимал. Все это вернулся. И вот я сел, чешу репу. Так, надо фильм. Как делается фильм? Да знать не знаю. Ну ладно, и всю зиму я просидел. В итоге получается какое-то у меня произведение. Мы его в кинотеатре в Доме дружбы народов показываем. Все очень хвалят. Я его показываю на Ютубе. Выложить. Вот так вот. Ну, сейчас вкратце. Вот получился первый фильм. Вроде неплохо получился, хотя мне как автору сложно оценить. Я слушаю только тех людей, которые мне говорят. Да, которые Но могут смотрели льстить же, да. рецензии, да. Могут постесняться сказать, что плохо сказать. Ничего, нормально, Игорь молодец. Да, для первого Поэтому, да, у меня такое все равно скептическое. И вот спустя 2 года, мы же не дошли, мы пошли во второй этап экспедиции. Уже в 2 катамарана. И я уже понимая, как снимать, что снимать, как делать фильм, уже на новом опыте, другое немножко оборудование. И вот в 22 году мы прошли всю эту экспедицию, дошли, До конца. выполнили цели, вернулись. Я вернулся и всю зиму сидел, делал вот... Фильм называется «О, супер», выглядит вообще обалденно. «Тайны острова Туманов». Для меня сейчас это очень важный этап в жизни, потому что я вчера только взял камеру, учился вот это лепить, и сейчас я, ну, реально один. Я сел и в одного сделал, сам озвучил, сам писал текст, сам режиссировал, сам монтировал. Только вот Артем Климов, парень, мне помог графику сделать. И сейчас мы сделали прокатное удостоверение, то есть его зарегистрировали в Госфильмофонде Минкультуры. И готовим пушкинскую карту, чтобы могли студенты пойти, потому что он все-таки научно-популярный фильм. И очень надеюсь, что Что наши прокат- зрители прокат- в прокате, прокатите. в кинотеатрах по Якутии как минимум смогут его увидеть в ближайшее время. Для меня это будет просто ну, нереальный шаг вообще ну, в развитии. да. То есть целый фильм в кинотеатрах это... О, супер. Так, ну и у меня крайний вопрос остался. Мы так и не проговорили про псевдоним. Почему Иркин? Эркин. Почему Питер. питерский якут? Ну, я когда создавал канал, захотел себе якутское имя, как бы псевдоним, да, взять. И я просто в Яндексе набрал там якутские Тем имена. более, что ты Якутию называешь второй родиной. Да, да, вот Да. эта родина дала мне имя, которое моим именем стало. То есть я просто выбрал якутские имена, 10 там, по значению, а потом из них выбрал одно, которое по звучанию мне более-менее подошло. Помягче такое было. Я даже не знал его значения правильного. На том ресурсе было неверное значение. Но, Эркин стена. да. А потом мне стали писать еще тюркоязычные народы других стран, да, там Узбекистан, не помню откуда, что это вообще вольный, свободный, защитник, там стена, у них там типа сильное имя выбрал, молодец. И мне это как бы, как вот говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. И имя это, оказывается, тоже важно, и ты начинаешь Да, ему конечно. соответствовать, стремиться. Да. Поэтому вот, и вот Иркин вот выбрал питерский якут, ну, с Питера же, и якут стал как бы... вот, Якутом. я стал пищу, вот мы не проговорили, да, про всякие строганины, вот это все, я фанатом вообще стал, постоянно вот это делаю дома. Ну и все, меня теперь вот Иркин, мое второе имя, все здесь вот называют меня Иркин. То есть я почему и Ну, то есть, представляюсь можно и Игорь, Эркин. можно и Эркин. Да. Ну что, друзья, Так, ну что ж, давайте пробовать. да, самое лучшее время передачи, как раз Да, самое интересное. самое интересное, самое вкусное.
Каков ваш вердикт? Круто. Мне, кстати, очень сытно. Даже Да. из 2 яиц вот такую сделаешь на одного. Да, вообще вот так. Объедаешь, а если еще вот такой бутерброд съешь. Практически на целый день, да? Эркин, Да. еще раз спасибо за интересную беседу и за интересный рассказ. Так много быстро все рассказал и 2 блюда приготовил. Молодцом. И у нас такая традиция, пожалуйста, на эту камеру, пожелания для наших телезрителей. Пожелания, ну, во-первых, любите готовить, это очень здорово, это интересный процесс. Кто-то иногда не любит, ой, не люблю готовить. Ну, наверное, человек и кушать не любит. Наверное, вот я люблю кушать, поэтому люблю готовить. Это к тематике нашей передачи, потому что готовить это несложно, надо просто включать фантазию и импровизировать. И из любых блюд можно что-то сделать. А так, ну, если продолжить тему нашего сегодняшнего разговора, не бойтесь менять что-то в жизни, если чувствуете, что это не то сейчас происходит с вами, да, даже если вы не можете придумать плана, действуйте вот так вот просто наотмашь, меняйте все кардинально. И тем более, если вам какая-то возможность открывается, которая вам просто может поменять всю жизнь, и вы начинаете думать о том, люди часто негативно, кстати, начинают мыслить, искать препятствия, что может плохо случиться. А надо, наоборот, думать о хорошем, что даст это хорошего, этот шаг, и тогда у вас все будет хорошо. Вот, желаю всем счастья, здоровья, правильного питания и всего наилучшего. Да, я еще раз скажу, что у нас был в гостях Эркин, питерский якут Игорь Ермаков, путешественник, видеоблогер. Спасибо еще раз. Спасибо. Да, Спасибо Семен вам. Да, Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы прощаемся. Будьте здоровы и кушайте всегда, как мы. Просто вкусно.